Сегодня в моем сейфе, который я выбрал, не золото, не деньги, не облигации, а то, благодаря чему это все добивается. И благодаря чему это все попадает в наши руки. Как вы думаете, что это? Нет, это не диплом МГУ, это круче. Вот благодаря этой малышке я буду зарабатывать много. Поехали. Мы будем подготавливаться к охоте. Я новичок, я ничего не понимаю в этом деле. Для этого я пришел в замечательный магазин, где мне подсказали, рассказали и объяснили. А я, в свою очередь, буду этим делиться с вами. Что нужно для новичка, чтобы начать увлечение охотой. Нужно в первую очередь понимать, что есть разделение. Новичку никогда не дадут нарезное оружие с нарезным стволом. Для этого нужно 5 лет иметь лицензию. 5 лет. Доказать, что ты, ну скажем так, адекватный человек, и ты можешь пользоваться этим оружием. Остается у нас гладкоствольное оружие. Гладкоствольное оружие, оно стреляет либо дробью, либо картечью, карабин. То есть с гладкоствольным оружием, как правило, идут на птицу, на зайца, можно на кабанов идти, на кабанятинку, как в КВН говорили. Но при этом гладкоствольное оружие, оно, скажем так, дальность стрельбы меньше, прицельная точность тоже немного меньше, чем у нарезного оружия. То есть вот эти моменты нужно для себя понять. Как правило, новички начинают с птицы. Если мы решили охотиться на птицу, мы определились, что мы хотим, мы определились, примерно зашли в магазин, посмотрели, какие виды оружия есть, что нам могут впоследствии предложить. Все, мы определились, что нам нужно. Мы идем получать лицензию. Без лицензии никто никогда не продаст вам оружие. Да давайте мне другое оружие. Вам придется ждать 2 недели и заполнить вот эти бумаги. Отлично, теперь я смогу вам помочь. Это не американские фильмы. Здесь все по закону. Вот она, заветная лицензия. Красиво выглядит. Я могу наконец-таки начать подготавливать себя к сезону охоты и, в принципе, снаряжаться к походам. В этом мне поможет очень грамотный человек, безумно качественно разбирающийся в своем деле. И для примера мы сравним полуавтоматическое ружье и классическую двустволку, вертикальную. Итак, в чем разница, как лучше и как применять? Смотрите, вот это классическое двухствольное ружье. Угу. То есть с ним охотились уже многое множество, не то что лет, даже несколько веков уже. То есть оно давно было запретено оружие. Проверено временем. Это было проверено, очень надежно. Здесь всего 2 ствола, никаких дополнительных элементов, как, например, в этом полуавтоматическом ружье. Оно очень надежно, можно сказать. То есть заперли здесь 2 патрона, произвели 2 выстрела, очень мощных, очень качественных. То есть спусковой крючок, да. Зарядили, бах-бах, все. Да. Ничего сложного, все очень просто, поэтому справится Любой начинающий охотник. Здесь же немножко система чуть-чуть по-другому, она немножко, на первый взгляд, сложна, но тоже ничего сложного нет. Здесь, в отличие от двухстволки, мы можем зарядить 5 патронов. То есть имеется своего рода обойма какая-то. Да. Здесь имеется магазин на 4 патрона и 1 патрон, ну как бы досылаем первый патрон в патроне. Ага. Увеличиваем этим 5 патронов. Например, если мы охотимся на птицу, тип большая стая птиц, мы делаем 5 выстрелов. Здесь делаем всего 2. Как бы это ружье предпочитают многие любители охоты, которые ходят больше всего на птицу, либо на мелкого зверя, таких как зайчик, лиса и тому подобное. И если же у нас подразумевается более серьезная охота, например, волк, кабан или тот же самый медведь, мы можем взять с собой двустволку, потому что это более надежное ружье, более мощное ружье.
Ну да, с кабаном, не дай бог, промахнулся и не подвело. Все-таки исключены какие-то мелкие нюансы, но они могут возникнуть. Там утыкание вдруг, утыкание патрона или еще что-то. Здесь это исключено. Если у нас, допустим, заклинил один патрон где-то в стволе, у нас всегда есть второй ствол, который нам всегда поможет. Угу. Забьем сюда пулю картечь, можно смело идти на более крупного зверя, на более хищника. 2 ствола и стреляем смело. Поэтому выбор за вами, конечно, но я бы предпочел классику. Мы определились по оружию, мы определились относительно по тому, как мы его используем, на какую дичь мы пойдем. Но мы же не пойдем в таком виде на дичь. Мы же не на свидание с ней идем. Не должны ей понравиться. Мы должны быть незаметны для дичи. Незаметны, не слышны, и при этом нам должно быть комфортно, удобно, тепло, сухо. Для этого всего есть вот такие вот специальные костюмы. Куртки, штаны, внутреннее белье, термобелье. Причем отличается разное. Если мы идем, допустим, на рыбалку, то мы берем практически любую одежду, которая, вот как нам подсказали, может создавать звуки. Но если мы идем на дичь, на того же кабана, даже на птицу, наша одежда должна состоять из такого материала, который не издает звуков, который не впитывает запахи и при этом согревает нас и удобен. Так же, как и обувь. Мы должны осознавать и понимать, мы будем сидеть в засаде на дичь, и тогда при статичном положении нас все-таки должна греть эта одежда. Либо мы будем идти, мы будем постоянно в движении, и тогда мы покупаем уже другую обувь и другую одежду, которая будет нас греть именно при динамике. Делайте качественный выбор, подходите с головой. Дорогие мои начинающие охотники, мы перемещаемся с теплого, уютного, красивого магазина в суровые будни стрельбища. За мной находятся цели, которые мы должны поразить. У меня в руках, наверное, то, а может и не то, с чего я сейчас буду учиться стрелять. Итак, первые шаги. Попробуем, что получится. Насколько я хороший стрелок и вообще мое ли это стрелять по беззащитным картонным целям. Птичку жалко. Я начинающий охотник, я вообще первый раз держу вот такой вот охотничий дробовичок, наверное, назовем его так, в руках. Ну, как в фильмах видно, да, поставил, прицелился, прижался прям вплотную и давай стреляй. Или на вытянутых руках, как ковбой Кольтом. Wow! Okay. Как? Что нужно? Какие первые правила для новичка, который взял в руки ружье? Значит, первые правила, это 4 правила безопасного обращения с оружием, которые мы уже вот в процессе нашего начала беседы уже нарушили. Да? Правило первое. Я всегда обращаюсь с оружием как заряженным. То есть в тот момент, когда к вам в руки попало оружие, оно считается заряженным в любом случае. Я просто по невнимательности мог оставить патрон в патроннике. И в связи с этим было только что нарушено правило второе. Я не направлю оружие туда, куда я не собираюсь стрелять. То есть оно смотрело и сюда, немножко на меня, и так далее. И так далее, да? Ага. Поэтому, когда вы берете длинноствольный карабин или ружье в руки, лучше всего ствол сразу поднимать наверх. И все манипуляции, чтобы вы не делали, чтобы вы не рассказывали, показывали, ствол держать в безопасном направлении. Ага. Если вы выходите на рубеж на стрелковый, его можно держать в сторону мишени. В этом случае тоже он у нас всегда должен смотреть в одном направлении. То есть вы должны понимать, что даже при случайном выстреле вы не совершите беды, и пуля или дробь полетит в безопасном направлении. Это второе правило. Правило третье, его очень часто нарушают охотники. Не только охотники, любые люди, которые берут в руки оружие первый раз, это оно звучит так: я не коснусь пальцем спускового крючка, пока не наведу оружие на цель. То есть все манипуляции мы сегодня с вами будем заряжать, оружие разряжать и так далее. Все, кроме выстрела, у нас палец должен быть за пределами спусковой скобы. И правило четвертое, оно особенно касается охотников. Прежде чем выстрелить, я должен убедиться в том, что находится перед мишенью и за ней.
Потому что все трагедии на охоте происходят тогда, когда увидел, в кустах что-то шевельнулось, показалось, что кабан оказался лучше дрог, да, потому что с врагом никто не ходит на охоту. И пока вы не видите не просто, куда вы стреляете, а куда полетит ваша пуля, то есть мы всегда должны видеть, куда мы стреляем и куда... То есть конкретная наша мишень, вот вышел конкретный кабан перед нами, и мы конкретно в него и стреляем. Да, если вдруг за этим кабаном есть люди, да черт с ним, с этим кабаном. Пусть Придет бежит дальше. следующий, да. Людей Понятно. нам, вторых, никто не склонирует, поэтому лучше беречь друг друга. Итак, уважаемые начинающие друзья-охотники, вот, не повторяйте моих ошибок. Я нарушил все 4 правила. Планка, мушка. Сконцентрируйте фокус зрения на мушке и выведите ее на размытую тарелку. То есть мы не можем одновременно контролировать целик, мушку и мишень, и надо выбирать что-то. То есть мы сначала мушка, а от нее уже идем на мишень. Да, да, взяли мушку, мушка должна быть у нас четкая. Потому что если мы переключимся на мишень, у нас в это время мушка может уйти, а мы этого не заметим. Ага, И главное, мушка, пусть она будет на фоне размытой мишени. понятно. Так, я тоже по берегу слышу. Ставим стопы параллельно. Так, Вывели ружье. Да, плечо подали вперед, уже как бы все. Мы сейчас все четко видим. все видим четко. Нужен мягкий, аккуратненький спуск. Затвор, ушел, цель. Ну, понятно. Раз. И продолжаем. Зараза. Есть. Самое тяжелое это дышать этим дымом и впускать его в глаза. Попробуй вот эту щеколду такой приложить прям к прикладу. Прям к прикладу. Так. Да. Есть. Есть. Да, понял, что была проблема. Проверяем, да? Да, контрольный. Раз, два. Вот в чем была проблема, смотри. Чуть-чуть не завел, у тебя вот такой угол. Я вот после вот это вот не задирал. А когда опустил, сразу это все легло напротив. я после последних 2 выстрелов понял это. Да. Вот. Наука тонкая. Надо постигать. Не, ну это реально эмоции прям. Прям. Вика! Мужчина! Ха-ха, пошли. Теперь охотиться будем где? В городе. На баб. Ха-ха-ха-ха-ха-ха.